Важное обращение к чеченцам, которые по незнанию ошибочно называют ингушей одним из чеченским Тукхумом, тем самым возвышая этот народ, чьи предки которых постоянно выступали против нашего народа. Я один из тех, кто также говорил, что ингуши — это чеченский Тукхум, пока меня самого не поправили и не объяснили все как есть. В данном ролике я постараюсь донести до вас, почему категорически нельзя считать ингушский народ чеченским Тукхумом. Тукхум у чеченцев – военно-экономическое или военно-политическое объединение союз тейпов, не связанных между собой кровным родством, но объединившихся для совместного решения общих задач, защиты от нападения противника и экономического обмена. Тукхум занимал определенную территорию, которая состояла из фактически заселенной им местности, а также окружающего района, где тейпы, входившие в Тукхум, занимались охотой, скотоводством и земледелием. Каждый Тукхум говорил на своем диалекте чеченского языка. Тукхум, в отличие от тейпа, не имел официального главы или военачальника. Таким образом, Тукхум был не столько органом управления, сколько социальной организацией. Совещательным органом Тукхума был совет старейшин, который состоял из представителей всех тейпов, входивших в данный Тукхум, на равных правах. Совет старейшин созывался в случае необходимости для решения межтейповых споров и разногласий, для защиты интересов как отдельных тейпов, так и Тукхума в целом. Совет старейшин имел право объявлять войну, заключать мир, вести переговоры с помощью своих и чужих послов, заключать союзы и разрывать их. Таким образом, ингуши, которые с 1770 года находились в подданстве у царской России, никоим образом не могут быть чеченским Тукхумом. А в своей присяге 1810 года ингуши клянутся, что будут воевать против неприязненных России чеченцев и карабулаков. То, что вы называете ингушей чеченским Тукхумом, и как дела обстоят на самом деле, полная противоположность к друг другу. Просьба не называть ингушей Тукхумом.